О цифровой трансформации экономики говорят много, но многие люди, в числе которых и я, мало вникают и мало знают. Что такое цифровая экономика? Что такое цифровизация и зачем она нужна? Как выглядит Абхазия, к примеру, ее столица в контексте цифровизации? Сегодня мы в формате оргамы. Не ленитесь смотреть серьезные вещи. Умственная лень, предупреждаю, ужасный порок. Послушаем моих гостей. Уверена, это будет с толком потраченное время. Здравствуйте. Рафис Абазов, менеджер проекта совместной программы ЕС и ООН по улучшению среднепрофессионального образования. Алексей Гвелинский, доктор экономических наук, профессор, место работы Лондонская академия науки и бизнеса. Дмитрий Ося, специалист в области связи и телекоммуникационных технологий, зампредседателя Госкомитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Далее Тимураз Хиндба, аспирант, которому предстоит написать кандидатскую на тему цифровой экономики. Респект, что молодые люди у нас выбирают такие актуальные темы. Итак, гости мои, здравствуйте. Наш первый вопрос, он серьезный, он большой. Возможно, что во все детали этого вопроса мы вникать не будем, но начать все-таки, я считаю, логично именно с этого вопроса. Итак, цифровая трансформация экономики. В чем ее суть и в чем ее проявление? Я хочу начать с Алексея Кривлинского. По своей сути, это все тоже управление хозяйством, только с внедрением цифровых технологий для повышения эффективности. Если просто сказать в сравнении, есть индустриальное общество, есть постиндустриальное общество. Индустриальное общество, основной упор идет на промышленность. То есть люди гибнут за металл. Массовость производства и все, что необходимо для жизнедеятельности людей. Я очень хорошо помню, что термин постиндустриальное общество принадлежит, по-моему, Беллу, правда же? Беллу. Сколько лет вообще вот этой терминологии? Постиндустриальному обществу сколько лет приблизительно? Приблизительно 40-50 лет уже. То есть в постиндустриальном обществе база для развития – это знание. Цифровая экономика, то есть само название «цифровая экономика» происходит из-за того, что идет превращение информации в цифры. И с помощью информационно-коммуникационных технологий обрабатывается, передается, и с помощью этого происходят процессы управления и оптимизации. Но по сути своей мы уже управляем информацией. То есть все является информацией. Цифра является информацией, книга является информацией, текст в книге является информацией, то, что мы говорим, является информацией, то, что мы думаем, является информацией. То есть, в принципе, все является информацией и все является знаниями. Если вернуться на шаг назад, что такое знание, когда мы, люди, используем это? Это образованный человек, образованное общество, это мы называем human capital, то есть человеческий капитал. Для того, чтобы человеческий капитал развивался, нужно образование. Я хотел затронуть такие три основных момента. Вот вчера у нас был тренинг по цифровой экономике. И к нам подошли вот молодые люди и говорят, вот вы знаете, у нас невозможно вот в Сухуми цифровая экономика. Ну просто невозможно. Какие-то мы говорим о всяких там технологиях, о новых возможностях, оборудовании, особенно искусственном интеллекте. Как это может возникнуть? Но дело в том, что возможно, сегодня это нет, но это не означает, что это завтра не будет. И мы не должны забывать о том, что в каждую эпоху проходит какой-то переходный период, трансформация. Вот у меня передо мной лежит книга Джереми Рифкина «Третья промышленная революция», где он говорит о том, что каждый этап развития экономики мы переживаем вроде в виде индустриальной или какой-то другой революции, экономической революции. И когда идет переход с одного этапа на другой, проходит трансформация. Трансформация – это не период ни одного дня, ни одного шага, ни одного этапа. Какая-то критическая масса должна накопиться, прежде чем что-то произошло. И вот то, что я говорю, это второй момент. Дело в том, что это уже опробировано во многих регионах мира. Дело в том, что 90-е годы под руководством Нобелевского лауреата в области экономики господина Джозефа Штиглица. Русская транскрипция Штиглиц, да. В тот момент он был вице-президент Всемирного банка. Выпустили большую работу, называется East Asian Economic Miracle, East Asian Miracle, восточно-азиатское чудо.
И когда они посмотрели, что же вносит вклад в развитие, такой в рывок в развитии, в экономическом развитии, они определили несколько факторов. И один фактор, это очень важный фактор, это человеческий капитал. Как формируется человеческий капитал? Человеческий капитал формируется через образование. То есть хорошее образование формирует хороший человеческий капитал, и именно человеческий капитал начинает двигать экономику. И уже на новом трансформировать экономику, выдвигать экономику на новый уровень. И мне кажется, когда мы говорим о цифровой экономике, нельзя забывать о необходимости большого внимания к человеческому капиталу, а часть человеческого капитала – это образование. То есть если будут хорошо подготовленные кадры и искусственный интеллект, и различные услуги в облачном пространстве, эти люди могут обслуживать, могут адаптировать к конкретной среде. Можем говорить о городе Сухуми и его окрестностях, людям, которые живут в этом городе. И тогда цифровая экономика постепенно сюда придет. Как вы и сказали, вот молодые ребята говорят, что цифровая экономика в Абхазии, в Сухуми это невозможно, может быть, даже никогда не будет. Но если посмотреть, некоторые элементы цифровой экономики, они уже есть в Абхазии. И какие факторы этому поспособствовали? Во-первых, в Абхазии у нас очень хорошее покрытие, интернет-покрытие. А это интернет, на самом деле, интернет-покрытие является очень важнейшим фактором в развитии цифровой экономики. Потом у нас сейчас в Абхазии начинает развиваться онлайн-банкинг. У нас развиваться начинают онлайн-купли-продажи различных товаров. У нас теперь можно найти в Инстаграме площадки, в которых люди заказывают и оплачивают товары. И им их привозят по заказу. Это тоже элементы цифровой экономики. Да, нельзя говорить о сильном развитии каком-то, о конкретном. И вы правильно сказали, что в первую очередь все должно начинаться с кадров. И я бы добавил, наверное, что сейчас у нас нужно начать еще параллельно с подготовки кадров и уровнем цифрового доверия. То есть повышать уровень цифрового доверия. Потому что сейчас, например, мне моих старших как-то сложно подвести к тому, чтобы они заказывали что-то в интернете, оплачивали. И мы в этой среде, мы, молодежь, должны быть неким таким цифровым проводником в этой области. То есть мы должны научить, и чтобы они поняли, что действительно это полезно, это удобно, это может принести пользу. Вообще большинство стран мира сегодня связывают свое развитие с современными цифровыми технологиями. Мы сегодня являемся с вами очевидцами глобальной IT-революции, которая происходит последние 20 лет. И за эти 20 лет жизнедеятельность человека очень сильно изменилась. Общество и молодые люди, в частности, как говорит Теймураз, сегодня не представляют свою жизнь без всевозможных гаджетов. Они проводят там очень много времени. Эта цифровизация, она имеет необратимый процесс. Она уже началась и будет развиваться все больше и больше. Как можно все больше и больше IT-проектов, стартапов реализуется, все больше услуг начинает предоставляться в цифровом виде. IT-компании по всему миру по капитализации начали занимать лидирующие позиции. И на самом деле Абхазия, на мой взгляд, тут не исключение. У нас молодые ребята уже стараются, уже появляются новые стартап-проекты. Теймураз о некоторых говорил. У нас появился агрегатор такси, у нас появился первый маркетплейс, где люди в состоянии выкладывать свои товары на площадке, чтобы реализовывать их. Государство должно понимать потребности и бизнеса, и народа, и стараться сформировать необходимые условия для того, чтобы такие IT-проекты развивались, чтобы они появлялись все больше и больше. И использовать преимущества цифровизации, чтобы делать жизнь людей проще, лучше, счастливее. Рафис говорил о том, что главное знание. Любая информация – это знание? Любая информация – это знание, да. Это знание, только в каком направлении мы идем, если говорим о развитии, да, мы идем в направлении эффективности их использования. То есть
В чем вообще суть? Да, вот прозвучало по поводу цифрового тезис по поводу цифрового доверия. Да? Хочу вернуться вот ретроспективно чуть-чуть назад. Первые автомобили. Да? То есть мы садимся за автомобиль, крутим за руль, управляем с помощью руля. Да? Когда они были первые, такое же недоверие было, в принципе. Ну как можно сесть в какой-то железный ящик и ехать на нем, непонятно куда он поедет. Тем более сейчас, вот относительно цифрового доверия, там в современных автомобилях столько электроники, что, честно говоря, я сам иногда задумываюсь, что когда еду, что я не совсем управляю автомобилем. Потому что курсовая устойчивость, там вызов СОС, да, вот все эти элементы, они уже управляют за меня. И они стираются у меня с процессора, если техническим термином выразиться, с головы, что я на это не обращаю внимания. По поводу... Вот вы говорите, что вот мы сели за руль. Вот скажите, пожалуйста, вот я села за руль, но я понимаю, что, по крайней мере, вот у меня какой-то страх, я думаю, что мне ехать не надо. Я хочу остановиться, я хочу выйти из этой машины. Скажите, это вообще возможно? Я по поводу цифровой экономики. Возможно не двигаться в эту сторону, в этом направлении, в нашем глобальном мире? Наверное, нет. Наверное, невозможно. То есть это неизбежность? Ну да, можно где-то в стороне побыть, но если стоять на месте, а все будет двигаться вперед, то это будет означать, что кто не движется вперед, а стоит на месте, остается сзади. Вот только что говорили о цифровой революции. Но дело в том, что цифровая революция, она означает еще цифровую революцию в экономике. Или можно, если трансформировать этот термин, сказать цифровая экономическая революция. Почему? Потому что современные информационно-коммуникационные технологии очень снижают стоимость входа в бизнес. Особенно для молодежи. Вот молодежь хочет двигаться вперед. Она осваивает технологии, она хочет, чтобы получить дивиденд со своих знаний. Если старшее поколение нужно, может быть, миллионы долларов для того, чтобы войти в какой-то банковский бизнес, какой-то бизнес оплаты, торговый бизнес, чтобы открыть большой торговый центр, сейчас достаточно освоить эти технологии, и человек может открыть marketplace. Ему миллионов нет необходимости. Ему нужна хорошая голова, хороший компьютер и хорошая команда, которая все это обсчитает и создает хорошую программу. То есть цифровизация ИКТ позволяет молодым людям входить в бизнес, развивать бизнес. И здесь очень важный момент. Его адаптировать местным условиям. Меня всегда умиляют такие картинки, когда мы видим картинки во многих регионах мира. Тоже в Японии, в той же Корее, в той же Сингапуре. Но сейчас и в нашем регионе видят, когда пожилые люди, бабульки, там, дедульки идут, спокойно с карточкой берут, расплачиваются, спокойно по телефону, по смартфону заказывают скажем, какие-то товары. И самое умилительное, когда вот если их дети, внуки, правнуки находятся далеко. То есть они уже вовлечены, втянуты в цифровую экономику, в этот формат. Электронные рецепты. Уже, да, уже молодежь, то есть их дети, внуки или окружающие среды, научила их пользоваться тем же Zoom, Skype и WhatsApp, и они спокойно общаются, и в том числе как общаются для внедрения себя в экономику. Я думаю, что не все страны сегодня находятся в постиндустриальном обществе. То есть не все страны можно характеризовать как постиндустриальное общество. Но тем не менее это вот реальность, от которой, наверное, все равно весь мир зависит уже, если даже этого уровня достигли не все государства. Скажите, получается, цифровая экономика, она соответствует именно этой стадии развития человечества? Если это так, еще вот одно определение, которое, с моей точки зрения, очень интересно. Я помню, что когда-то Кондратьев, я думаю, что вы знаете хорошо его творчество, его научные работы и так далее, подзабыли этого человека, но мне кажется, что это очень гениальный был человек в экономической науке и так далее. Человек, который прогнозировал где-то через 100 лет, вот скажем, глобальный кризис экономики, голод и прочее, 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 какие-то моменты, о которых он говорил, такое ощущение, что они сегодня происходят. Вот как все вот это, постиндустриальное общество, цифровая экономика и вот эта концепция Кондратьева о глобальных кризисах. Глобальный кризис, возможно, он вызван тем, что модель экономики, которая существует, она как-то вот не срабатывает. Вот какая связь между всеми этими понятиями? Я в качестве примера возьму вот феодализм,
Да? Капитализм, социализм, коммунизм. Вот все говорят, что это устарело и очень давно. Но когда я спрашиваю, а придумали ли что-то новое? Нет, не придумали. То есть речь идет о чем? Какой бы вот совершенный феодализм не был, по своей сути, он все равно переходит в другую форму управления, в капитализм, да, существование. Капитализм то же самое. Какой бы он совершенный не был, он перейдет в социализм. Социализм, какой бы совершенный ни был, перейдет в коммунизм. Если рассматривать вот экономику в целом, нет в чистом виде феодализма, капитализма, социализма или коммунизма. И оно все смешано. Чего-то есть больше, чего-то есть меньше. То же самое по волнам Кондратьева. Да, он говорил, вообще начинал вот эту концепцию создавать Шопенгауэр. Об этом тоже все забывают. И я в западном мире, когда начинаем дискутировать, все больше склоняются к первой, второй, третьей, четвертой промышленной революции. И Глазьева как-то, потому что какое-то политическое противостояние, неодобрение. А вы начинаешь, когда вспоминать, что это не Шопенгауэр начинал. Вот Кондратьев продолжил, и Глазьев дополнил. И сама концепция тоже по своей сути на сегодняшний день она жизнеспособна, и вот чего-то нового, более интересного не придумано. По поводу кризисов. Вот с чем это тоже связано. Да? То есть у нас сейчас тоже вопрос to be or not to be. По поводу использовать цифровые технологии или не использовать. Как мы общаемся, мы уже используем. Кто-то больше, кто-то меньше. Когда будет критическая масса, как любит высказываться Рафис, и идет речь, в принципе, о той критической массе, когда пройдет свое развитие точку невозврата. И о чем вы спрашиваете, можно ли остановиться, вот тогда уже будет нельзя остановиться. Потому что, мы представляем вот свою жизнь сейчас без интернета. Вот даже те же бабушки, которые говорят, цифровая экономика это очень плохо, но они очень хорошо пользуются скайпом, вайбером, ватсапом, какими еще там мессенджерами, да, фейсбуком, да, и всем остальным. По поводу электронной очереди в больницах. То есть через интернет можно спокойно прийти на свое время и без очереди пройти к своему врачу и быть обслуженным. По поводу электронных рецептов, то есть не надо думать, чтобы кто-то выписал. То есть врач несет тоже ответственность, когда он в системе вносит лекарства согласно протоколу лечения. Там человек идет в аптеку, покупает эти лекарства и тоже без всяких дополнительных а что тут написано. Это все работает в системе. То есть будут катаклизмы, будет невосприятие этого всего. И будет нежелание некоторых людей, вот даже сейчас по прививкам. Мы что же ощущаем? Да, я понимаю всю сложность ситуации, но одни за, другие против. Хорошо, когда аргументированно за, аргументированно против. А когда просто так, то это просто человеческое какое-то нежелание. Хорошо, вы говорили о трансформации, там, скажем, или о переходе от феодализма к капитализму, оттуда вы сказали к социализму. Это формационный подход, в общем-то, я понимаю, подход марксовский. Вы поддерживаете такое стадиальное развитие? Я рассматриваю. Да. Я думаю, А где мы сейчас? Это капитализм до сих пор? Не, а сейчас... Что может быть дальше? Не, я объяснил, что в чистом виде этого всего в принципе не существует. То есть всегда есть капиталистические отношения в обществе, да, ты мне, я тебе, если просто говорить. Всегда есть феодальное. Феодальное, я тут царь, и, думаю, как лучше сделать для какого-то там региона, страны, там, глобального региона. По поводу социализма, это когда уже направлено на людей. То есть, в принципе, у нас, у некоторых есть отвращение к социалистическому устрою, да, но в Швеции социализм. Да. По поводу коммунизма в Китае официально коммунизм. Насколько там этого коммунизма? Почему отвращение? Отвращение, наверное, в западном мире, это их проблемы, но
Не везде же отвращение к этой модели. По поводу Китая. Вопрос, какой процент коммунизма там, да, декларируемого, какой процент капитализма, какой процент социализма и какой процент феодализма. То есть есть книга, забыл автора, которая описывает, он берет пример, вот как спускаться с горы, да, вот на самой горе там феодальный строй. Чуть ниже уже капиталистический, еще ниже социалистический, вообще низко коммунистический. Но вот в пропорциях это выглядит именно так. Я бы хотел взять один аспект, о котором говорил господин Алексей Кулинский. Это трансформация. Эта трансформация, это означает формирование какой-то критической массы. Она обычно зависит с точки зрения теории от двух компонентов, с моей точки зрения. Очень важный компонент формирования человеческого капитала, то есть навыков, компетенций, людей, способных работать в конкретных экономических условиях. В данном случае мы говорим о цифровой экономике. И второе — формирование локомотива, то есть движок или отрасль экономики, направление экономики, который двигает, скажем, все остальное. Дело в том, что еще в 70-е годы вышла такая теория, называется Flying Geese Paradigm, парадигма летающего гуся. То есть вот летит гусь, как он, экономический гусь. То есть берется, например, экономика Японии. Она сформировалась как индустриальное общество, но знания улучшились, образование улучшилось, стоимость рабочей силы повысилась, и стало невыгодно это производить. Они перешли на новые другие технологии, на другой уровень технологий, скажем, вместо игрушек и часов, которые они в первое время производили, простых базовых вещей, они перешли на промышленные изделия. А эту технологию передали дальше, следующему гусю. Это Тайваню, Корее, Гонконгу. Но в следующем этапе и промышленная революция оказалась, что вот они базовый промышленный продукт стали выпускать, но они перешли на более комплексные. Первые японские автомобили стали конкурентоспособными, и массово появились, например, это направление, то, что двигает экономику. В Японии и стали в мире конкурентоспособны в 70-е годы. После этого базовая экономика, они технологии скинули, опять-таки, Тайвань, Гонконг, Южная Корея и Сингапур, Малайзия, и перешли на новые. В конце концов, они дошли до цифровой экономики, передавая свои технологии, которые уже невозможно на уровне рабочей силы и стоимости знаний развивать в Японии, стали передавать дальше. Это отвечая вот на то, что же двигает экономику. То есть в каждом конкретном регионе формируется то направление, которое дает то, что мы называем competitive advantage, конкурентное преимущество. И если его правильно взять, правильно развить и правильно продвигать вперед, то это, конечно же, будет служить поступательному развитию экономики. Возьмем ли такой пример, очень, скажем, близкий многим регионам Восточной Европы. Малайзия. Малайзия, будучи аграрной страной, в которой были очень много кооперативов, где были очень большое количество людей жило в сельской местности, начала развиваться. Больше людей стало переходить в города, и она стала в свое время одним из крупнейших поставщиков текстиля. То есть это стало локомотивом экономики, вот именно в конкретных условиях. Почему? Потому что были близкие поставки хлопка и всего остального. Потом они перешли в следующий этап на базовые, скажем, электронику. Если помните, в 90-е годы огромное количество малайской экономики, 80-е, 90-е годы, было в Восточной Европе, в многих странах мира. Но после этого они перешли дальше. Уже выпускают цифровые компьютеры, раутеры, ну, все, что связано с компьютерными технологиями. А остальное начало двигаться. То есть на каждом этапе развития была определенная отрасль, которая тянула, создавала рабочие места, стимулировала вклад. Это как именно. тягач. Это как двигатель, да. Вот в машине все как запчасти важны. И крыша, и стекло, но без двигателя машина не сдвинется. То есть в любой, мне кажется, экономике нужен какой-то двигатель, который сдвигает. Он может одинаковым на определенном этапе в некоторых странах, может быть разным. Это всегда зависит от конкретных географических и региональных условий и то, что есть конкурентное преимущество данного региона. Страны, которые, если коротко, раньше всех вошли в цифровую экономику, стали заниматься цифровизацией, и лидеры в этой сфере сегодня какие страны? Ну, смотря какие критерии применить. Вот если применять, например, критерии, вот есть такое агентство ООН, называется UNDESA. Она занимается всемирным рейтингом электронного правительства и электронных услуг для общества. И по этому рейтингу, если посмотреть, на сегодняшний день, согласно этому рейтингу, на первом месте находится Швеция.
на втором Корея, на третьем, если не ошибаюсь, Сингапур и Гонконг и вот эти страны. Кстати, в десятку входит Эстония, если не ошибаюсь, Эстония, Австрия и Швейцария. То есть вот эти страны, которые наиболее продвинулись, как ни парадоксально, в цифровой экономике, хотя мы, например, берем Швейцарию. Для нас ассоциация — это швейцарский сыр и банковское дело. Но на самом деле Швейцария является одним из крупнейших в мире, шаг назад. В Швейцарии очень сильное инженерное образование. В связи с тем, что очень сильное инженерное образование, одно из сильнейших в мире. Они производят высокоточное, или, скажем, оборудование для роботов. Роботы производят в других, возможно, странах, но они высокоточное оборудование, включая программное обеспечение для робототехники. То есть нашли свою нишу, начали развиваться, и это стало локомотивом благосостояния этого региона. Россия, вот о ней мы абсолютно не говорим, потому что с цифровизацией экономики и так далее, там есть, конечно, успехи, и в то же время не совсем, вот скажем, не является страна в этом плане лидером, но в то же время пока определенным направлением технологий, насколько я знаю, есть у России преимущество, да, почему вот это преимущество по некоторым направлениям технологическим, по технологиям, да, не удается России конвертировать в экономический рост. В первую очередь это связано с тем, что пока что до России еще не дошла вот осознанность именно того, что нужно развивать цифровую экономику именно на уровне государства. Да, там сейчас предпринимаются попытки, там есть, если я не ошибаюсь, программа развития цифровой экономики. Они сейчас занимаются над программой «Умный город», «Умная Москва», по-моему, он так называется. Цифровое правительство, например, те же самые госуслуги. Но пока что сейчас нельзя сказать, что у России нет каких-то преимуществ, но и у них тоже, с одной стороны, недостатков нет. У них есть потенциал, причем этот потенциал хороший, но, скорее всего, для начала им сейчас необходимо заняться нормативно-правовой базой. Потому что если посмотреть нормативно-правовую базу именно в части цифровой экономики, то она немного... ну, так скажем, еще только на начальном этапе своего развития. То есть вот только недавно они приравняли, если я не ошибаюсь, криптовалюту к имуществу, правильно? Не к деньгам, а к имуществу. Во многом согласен с Таймуразом, но, на мой взгляд, Россия на данном этапе уже осознала всю необходимость в трансформации цифровой. Если мне память не изменяет, выделено до 2025 года на цифровую экономику в рамках цифровой трансформации 1 триллион рублей у них. Почему же на данном этапе это не тяжело вывести все в повышение ВВП в плане увеличения количества услуг и выход на мировую арену? Потому что технологически было в Российской Федерации после распада СССР очень большое отставание. И начать собирать правильные микропроцессоры, чипы, это не одного, не двух и даже не 5 лет дела. Это все поэтапное развитие, когда ты переходишь от одной технологии к более совершенной, усовершенствуешь чипы, усовершенствуешь определенное оборудование. Как в технической сфере говорят, железо. Но есть еще и, кроме так называемого железа, есть программное обеспечение софт. Вот в этом плане российские IT-компании сегодня показывают очень хорошие темпы развития и увеличения валового внутреннего продукта Российской Федерации за счет этих компаний достаточно велико, на мой взгляд, и достаточно перспективно. Также в игровой индустрии тоже связано с программным обеспечением. Российские компании показывают очень неплохие результаты. И я думаю, если государство продолжит уделять внимание, то российская трансформация, она осуществится. Хотим мы это или не хотим, цифровизация в мире продолжится, и она продолжится с большой скоростью. С какой скоростью в той или иной стране она продолжится, зависит в первую очередь от государства, насколько он
уделяет этому внимание. Возьмем Францию, это тоже Германия. Возьмем Германию, Австрию, Швейцарию. Классические примеры, так сказать, индустриальных экономик. Да, у них есть цифровая экономика, довольно серьезная, хорошая, конкурентоспособная на международном рынке. Но у них есть и сельское хозяйство. Люди, большое количество людей занимаются элементарно, извиняюсь, производством продукции для пива. Это хмель и все остальные составляющие. Варят это пиво. Это обыкновенный, причем доиндустриальной формы. Особенно если это фирма старинная, 300-летняя, производит классическое пиво, здесь мужчины сидят, то, конечно, она должна следовать старым технологиям и старым моментам. То есть и все это в каждом направлении есть что-то другое. То есть в этом отношении, опять-таки, хочу подчеркнуть, локомотивом развития, скорее всего, будет цифровая экономика и является цифровая экономика. Но это один кусок айсберга. Под этим айсбергом, под водой находится много слоев экономики, и от простейшей до доиндустриальной, индустриальной, постиндустриальной. Вот это клубок. Вот нельзя забывать об этом компоненте. В России мы можем наблюдать до определенного момента времени. Сейчас, если я все правильно понимаю, то ситуация улучшается. Был отток кадров большой. Мы можем видеть, как в таких крупных компаниях, как Google, Facebook, Microsoft, очень много работает выходцев из Российской Федерации. И причем они занимают не обычные должности, а руководящие должности в том числе. В России есть потенциал, и самый главный потенциал у них есть кадровый, именно интеллектуальный потенциал. И вот основная, как по мне, задача заключается в том, как направит государство этот интеллектуальный потенциал. Вот если они смогут направить его в нужное русло, в развитие цифровой экономики внутри своей страны, то тогда, я думаю, у них есть большой Спасибо, потенциал. Тимураз. Ну, Рафиз, если я не ошибаюсь, вот то, что Дмитрий говорил по поводу роли, которую государство старается играть в плане трансформации экономики, он говорил о России таким образом. Но вот интересно, вот в этом вопросе или в этом процессе трансформации, все-таки большую роль должно сыграть государство или частный бизнес? Но вы знаете, возвращаясь вот к примеру, о котором я говорил, восточно-азиатское экономическое чудо. Было очень много споров с экономистами, вот это примерно большие баталии, примерно было 30 лет назад. Какая должна быть роль частной, сказать, невидимой руки рыночной экономики и какая должна быть роль такой большой, твердой стальной руки государства. И, в принципе, ответ был неоднозначный. Был ответ неоднозначный, в том числе в докладе Всемирного банка. Необходим все-таки компромисс между свободно рыночными отношениями. Я не согласен, когда используется терминология капитализм, там внутри сидит концепция свободно-рыночных отношений, чтобы свободно было для рынка, частного предпринимательства. И компромисс между ролью государства и государственных институтов. Когда они находят правильный компромисс, когда идет взаимопомощь и взаимоподдержка, тогда идет очень такое интенсивное развитие экономики. Элементарный момент. Вот Сингапур из простого маленького порта. Вот, территория его очень маленькая. Она размером с обыкновенный средний город на евразийском пространстве. Но одной из богатейших стран в мире. Почему? Потому что они решили проблему с коррупцией. На сегодняшний день, как ни парадоксально, вот Сингапур, который мы знаем, что там высокотехнологии, она стала одним из крупнейших в мире центров по экспериментальной фармацевтике. То есть вот современные фармацевтические эксперименты, очень многие эксперименты на уровне генов и так далее проводят, но подобное и производство лекарств, новых медицинских технологий на уровне генной инженерии происходит в Сингапуре. То есть они опробовали одно направление, перешли на другое, которое на сегодняшний день наиболее прибыльное. И это формирует благополучие. Хотел бы процитировать Марка Твена, что первое, вы спрашиваете, на кого ориентироваться. Марк Твен говорил, что ничто так не раздражает, как хороший пример. И второе, по поводу рейтингов, разные методологии. И тоже Марк Твен говорил, что есть три рода лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Да. То есть здесь я хотел бы выделить фактор сопротивления, сопротивления этим новым технологиям, использования этих новых технологий. То есть Акио Морита, президент компании Sony, да, после военный период изобрел кассетный магнитофон. Ну, кассеты, мы точно помним, молодежь, не знаю, помнит, не помнит, но это было ноу-хау. И он очень сильно обрадовался, и в течение первого года, когда он произвел их там определенное количество, сколько, как вы думаете, он их продал? Один в течение первого года, и он рекламировал.
Потом он, конечно, распродал, тогда не хватало стенографисток в судах. И он начал вот промоушен, что не обязательно печатать, можно записывать, а потом уже, когда свободное время, то оптимизировать время можно, чтобы стенографистки потом перепечатали эти все. Второй момент мы обсуждали на тренингах в София. То есть это первый робот, который получил гражданство в Саудовской Аравии. Некоторые относятся к этому нормально. Да? То есть это начало развития, в принципе, уже сформализованного примерно вот как человека, да, искусственного интеллекта. Некоторые ужасаются, что с нами будет, и вот этот фактор невосприятия этих новых технологий. Вот пока мы будем сопротивляться и неаргументированно говорить «нет», пока у нас вот мы будем стоять на месте. Преимущество в чем этих новых технологий, если коротко это объяснить? Преимущество новых технологий, конечно, в упрощении работы. У нас очень много информации, анализ которых повышает эффективность работы тех или иных компаний. Если говорить про цифровизацию в государственном секторе, это вот предоставление государственных услуг в цифровом виде. Оно дает огромное количество преимуществ, что человеку не приходится идти за каждой справкой в какое-то окно, там ждать очереди непосредственно и потом получать эту справку. В банковском секторе намного легче сегодня все транзакции в состоянии делать через свой смартфон. То есть это Количество все издержек удобно, эффективно, уменьшается. да, вот Оптимизация происходит. Вот есть положительный пример внедрения ресурсов цифровизации от Российской Федерации. Они внедрили, их налоговая служба внедрила такую систему, автоматизированная система авторизации рисков, если не ошибаюсь, SUR-ASK NDS называется она, которая им позволила, вот представьте просто на момент, это программное обеспечение, оно позволяет отслеживать всех экономических агентов, их взаимодействие, порядка более 80 параметров. И вот просто сейчас представить, как даже не один человек, а даже целый отдел, допустим, занимался бы одну организацию проверять в более 80 параметров. И это делает, это сейчас делает у них программа, которая делает не только по одной организации, по всем, и она определяет от самой начальной точки до конечной и позволяет выявить, где был нарушен закон, где был не уплачен НДС, где кто-то его скрыл. То есть это к вопросу о том, как упрощает, можно говоря, грубо говоря, жизнь использование ресурсов цифровизации. И на цифрах это показало, что если до внедрения SUR-ASK НДС доля ВВП, в НДС доля ВВП Российской Федерации была порядка 2,9%, то спустя лишь 9 месяцев после его внедрения, и это была еще первая модификация, процентное соотношение уже было 3,7%. Как цифровизация повлияет на коррупцию? Вот будет прямое воздействие, скажем, или влияние вот на это явление, на этот феномен, да? Вот. Или же косвенное только? Давайте сделаем несколько шаг назад в теорию. Дело в том, что современная теория управления включает, что управление становится как суммой услуг. И каждая единица оказывает какие-то услуги. Это может быть частный сектор, который осваивает определенные, разбивает всю свою продукцию на какие-то услуги. Это может и госсистема, которая разбивает, предоставляет услуги. Дело в том, что в тот момент, когда соприкасается человеческий фактор, при получении бумаги, справки, кредиты и все остальное, там сидит может прятаться маленький дьявол, который называется коррупцией. Ну и вот как в терминологии Алексея это феодал. Но как только этот опосредованный посредник исчезает, когда человек взаимодействует с машиной, для получения справки нужно получить справку. Не нужно уже платить за очередь и все остальное, бизнес-справку. Ему нужно получить налоговую какую-то справку, какую-то доверенность, получить элементарно любой документ. И когда вот он получает это у машину не надо смазывать, машине не надо приносить черную икру, не надо приносить бутылку какую-то. То есть взятку давать не нужно? Ну, нет необходимости в этом. То есть тогда упрощается, во-первых, ускоряется процесс, а время сейчас в 21 веке, старая пословица гласит, время – деньги. Во-вторых, упрощается. Теперь просто вы делаете несколько множеством отделов, очередей, стульев, кабинетов, которые вот с одним экраном есть, который решаете. И, кстати,
в Юго-Восточной Азии в свое время очень была популярна, и сейчас она приходит в Европу, концепция одного окна. Когда бизнесмен приходит, вот приходит молодой бизнесмен, который, может, многими вещами не владеет, но он знает, в одном окне получит ответ на все вопросы, получит все необходимые документации для оформления своего бизнеса, оформит свой бизнес, не ходя по сотням кабинетам, сотнями бутылок там, вина, там, чачи и икры, и решить свои вопросы. И это стало внедряться во многих странах Ближнего Востока, в Западной Европе, когда вот особенно для того, чтобы молодые люди продвигали свои бизнес-идеи, стартапы, инновации. Это очень показало большую высокую эффективность. Но у нас звучал вопрос, что же все-таки должно быть двигателем цифровой экономики, это бизнес или государство. На мой взгляд, все-таки это две параллельные структуры, у каждого есть свое направление. Хочется сказать в первую очередь о государственном направлении. Государство должно создавать условия для бизнеса, чтобы бизнес мог развиваться и развивать непосредственно цифровую экономику. Что же необходимо делать государству? В первую очередь, это в начале нашей беседы Теймураз говорил, это преодоление цифрового неравенства. В Абхазии, кстати, в этом связи очень хорошая ситуация. У нас не существует фактически регионов, в которых нет доступа к информационно-коммуникационной сети интернет. То есть каждый гражданин нашей республики в состоянии подключиться. Второе, конечно же, это подготовка кадров для будущих профессий, цифровых профессий, так в кавычках. Это тоже необходимо. Наше государство старается в этом направлении развиваться. В последнее время создаются новые IT-школы у нас в городе. Очень много заявок на лимиты в IT-сектор. Вот. Также не надо забывать, что с увеличением времяпровождения людей в сети интернет необходимо вопрос безопасности данных становится очень актуален. И в этой области государство должно решать задачи. Это, в частности, касается безопасного интернета для несовершеннолетних детей. У нас, плюс цифровая зависимость. Конечно, цифровая зависимость. У нас распространение информации идет с такой большой скоростью, и зачастую это ложная информация, зачастую это информация, которая прививает несовершеннолетним детям неправильное миропонимание. И для этого существуют тоже специальные технологии, называются DPI, Deep Protocol Inspection, которые обрабатывают трафик, глубокая обработка трафика, которая позволит наших детей отстранить от плохого контента. Также, конечно, надо, как Рафис говорил правильно, принцип одного окна, его необходимо реализовывать в каждой стране мира и в нашей частности. Это такая верхушка тортика, или так можно выразиться, потому что для ее реализации непосредственно сначала необходимо систему электронного документа оборота создать электронно-цифровую подпись, и потом уже можно создавать многофункциональные центры, госуслуги, в которых уже человек может прийти в одно место и получить всю необходимую информацию, все необходимые справки, которые можно в электронном виде получить. Он может получить это в электронном виде, а которые требуют присутствия, это обычно подпись какая-то, он может прийти. И, конечно же, говорили про администрирование бизнеса. Это очень тоже важное направление. У нас Министерство по налогам и сборам проводит большую работу в этом направлении. И я уверен, в ближайшее время мы получим результаты. Вы задавали вопрос о том, что может ли страна остаться вот вне развития цифровой экономики, то есть не смотреть на других и не развивать ее. И Дмитрий как раз подчеркнул очень важную вещь — кибербезопасность. Вот представим, страна, которая осталась
грубо говоря, не удел, она не развивает цифровую экономику, не развивает вообще цифровизацию саму по себе как таковую, как технологии, но все равно какие-то элементы будет использовать. И при недостаточном развитии технологическом и уровне цифровизации, если недостаточно будет развит, как раз-таки очень будет высокий рост, высокие риски роста киберпреступности. И от чего на самом деле сейчас ни одна страна мира не может спастись. Это очень важное направление, на котором многие люди работают. Вот поэтому я еще считаю, что обязательно нужно идти в ногу со временем и Я развивать. предвижу, какую кандидатскую диссертацию он напишет. Вы понимаете, он про цифровой абсолютно человек. И, ну, замечательно, да. Мне очень нравится, что рядом со мной вот такие ребята, вот продвинутые, умные. Спасибо большое. Давайте вот продолжим в этом ключе. Вот как раз Алексей говорил о сопротивлении. Если я правильно поняла, Да, вот люди многие, ну, идут дискуссии, полемики и так далее, сопротивляются технологическому такому развитию экономики, технологическому, потому что многие, в принципе, предвидят какие-то риски, опасности и боятся этого. И я, насколько понимаю, в этой части самое главное, это, наверное, то, что цифровая экономика или цифровизация повлияет на качество занятости. В краткосрочной перспективе. То есть в ближайшие 5 лет, да, вот я приведу пример. Есть такая служба Assistance в Европе. То есть автомобили Mercedes, Toyota, ну и вот все, которые продаются, они заключают с ней контракт, и в случае поломки автомобиля, в случае там ДТП или еще какого-то случая, у них есть единый номер. Ну, то есть они работают и со страховыми компаниями, и напрямую с продавцами. И 2 года назад в колл-центре было 800 человек. После внедрения технологии искусственного интеллекта в колл-центре осталось 80, 10%. То есть, да, эти люди, ну, 90%, которые ушли, они вот в течение там 2-3 месяцев, там полгода, сколько, ну, им выплачивали тоже эти деньги, они искали работу. Для них это, конечно, был минус. Но, с другой стороны, это был мотив вот, освоить какую-то новую профессию и развиваться более грамотно, не быть роботом и не выполнять механическую работу, ну, отвечая там на звонки. То есть выполнять низкоквалифицированную работу. То есть, ну, это... Но все-таки роботизация, автоматизация, насколько я понимаю, она приводит к сокращению рабочих мест. Сокращение для механической Нагрузка работы. на государство не увеличивается. Как государство должно вести себя вот в этом случае? Нет, вот дело в том, что нельзя упускать один момент, Давайте. о котором мы сейчас не говорили. Да, это, скажем, мы говорим как теория вероятности, да, скорее всего, это произойдет. Но дело в том, что на рынке труда, на современном рынке труда, востребованы разные профессии, но в разных пропорциях. В какой-то момент, например, всем требовались люди, которые ремонтируют телевизоры. Но телевизоры стали очень надежными, и эта профессия исчезла. Но дело в том, что это роль образования, роль всей линейки образования, для того, чтобы вовремя и гибко реагировать на спрос на изменения, спрос на рынке труда. Возник всплеск спроса на программистов. Необходимо, чтобы к этому всплеску они были подготовлены. Возник всплеск спроса на ремонт компьютеров. Должны быть подготовлены. Но в то же время нельзя забывать и о базовых профессиях. Например, в этом году многие, наверное, видели по телевизору многокилометровые очереди и в Великобритании, и в Канаде, и в США. По той простой причине, о том, что, оказывается, местные колледжи не смогли подготовить достаточное количество местных водителей. Это один из примеров. И там вся линейка специальностей, базовых специальностей, чтобы у них достаточно было местных водителей, способных возить большие грузовики. Не простые легковые машины, а именно это другой навыки нужны. Когда COVID закрыл границы, мигранты временный сезон не смогли приехать, и это было во многих регионах мира. Оказалось, что не хватает местных специалистов, и там даже называлось о том, что необходимо в ближайшие 3 или 4 года подготовить 100 тысяч водителей большегрузных грузовиков, то есть которые заместят людей, которые уходят на пенсию, и заменят мигрантов, которые не приехали, не смогут приехать.
А это означает, что даже в такой развитой стране, к сожалению, не было проявлено достаточно гибкости к подготовке кадрам к конкретным условиям. Поэтому вот эти проблемы, которые возникают на рынке труда, диспропорции, сдвиги, изменения пропорций, необходимо предвидеть и уделять все большее внимание системе образования. Ну вот предвидит это не просто, поэтому во многих странах уже имеется плохая статистика, скажем так. Не все так безоблачно в плане развития цифровой Хорошо. экономики тоже. Ну, Да, если, да. если ретроспективно, у нас у каждого есть электронная почта. Давайте откажемся от электронной почты, чтобы вернуть то количество почтальонов, да, которое вот, работало раньше и носило почту. Первое, они не справятся вот, с нашими сегодняшними требованиями. Мы же хотим, чтобы быстро, да, чтобы секунду, он так быстро не бегает. Тем более, если это международная почта или... То есть всегда эти моменты, они естественные. И их нужно вот переходить Ну, вот тогда у с меня помощью такой вопрос. образования. Я вас понимаю. Вот сколько социального, скажем, вот в цифровой экономике, сколько социального? Где там всё социальное? А там все социальное. То есть роботизация это только для того, чтобы освободить человека от механического труда, который не дает человеку развиваться. То есть человек, который ходит к станку, к примеру, да, в индустриальном обществе, вот с утра он пошел, весь день механически работал, пришел, отдохнул, на следующий день обратно, 6-дневная или там 5-дневная рабочая неделя, где вот время ему развиваться и чему-то новому учиться. Нету. Согласны с этим? Нет, вы знаете, тут еще такой момент, очень связан с тем, что Алексей сказал. Дело в том, что сейчас образование меняется, вообще концепция образования. Если раньше в школу, в колледж, в университет люди приходили раз в жизни, забирали диплом, аттестат или там степень кандидатскую, желаю, чтобы она была хорошо защищена, и уходили больше, никогда не возвращались. Сейчас меняется. То есть люди возвращают, и возникает потребность lifelong learning, то есть образование в течение жизни. Непрерывное. Непрерывное образование, потому что необходимо возвращаться обратно за новыми навыками, за новыми компетенциями, за новыми знаниями. Вдруг рабочий завод закрылся, производство ушло в другую страну или вообще просто перестало быть востребованным. Необходимо куда-то прийти, чтобы получить новые навыки, компетенции, получить консультации, где учиться. Поэтому мне кажется, здесь возникает необходимость пересмотреть роль образования, о том, что где-то он там сидит, раз в жизни дает какое-то образование, и мы можем о нем забыть. Она начинает играть все большую роль в обществе. А для этого необходимо больше ей уделять внимание, и неизбежный вопрос, больше финансировать и больше интегрировать для решения конкретных социальных проблем, в том числе, что такое безработица. В многих странах есть и безработица, и много рабочих мест, которые не заполнены. Это, скажем, особенности рыночной экономики. Но почему они заполнены? Потому что в каждом конкретном случае требуется не просто отсутствие человека, навыки, компетенции, которые могут решить поставленную задачу. Человек, который вчера был почтальоном, если его поставить быть, скажем, почтальоном на электронной почте, чтобы он мог программное обеспечение готовить, он или она не сможет это сделать, если они не подготовлены. То есть в этом отношении, опять-таки, поднимается роль образования для того, чтобы рынок труда был более гибким, чтобы наши знания и компетенции были более гибкими, чтобы мы были готовы к разным катаклизмам. По статистике, вот в Северной Америке, это вот Мексика, США и Канада, люди меняют свою профессию, работу 5 раз в жизни. Не потому, что они прыгают с одного места на другое место, ну, потому что летуны, а потому что многие производства или фактически исчезают, или становятся, может быть, неинтересны, низкооплачиваемым. Человек двигается в другое направление, где он или она может себя реализовать. Поэтому необходимо помнить, что социальные проблемы, связанные с цифровизацией экономики, можно решить только через один направление. Человеческий капитал, а человеческий капитал — это знания и компетенции, которые формируются в образовании в течение жизни. Все-таки преимущество цифровизации образования. В чем главное преимущество? Вы знаете, я долго думал, у нас было очень много дискуссий, я приводил пример, это было поле битвы, я думаю, можно сказать, как Бородинская битва ученых. Это было технологический университет в Вирджинии, где-то несколько лет назад они провели большую конференцию по современным трендам образования. Формировалось несколько лагерей, куда что пойдет.
один большой лагерь за традиционное образование, где в центре преподаватель, другой большой лагерь за то, что традиционное образование, где в центре студент, а третий, что вообще необходимо отказаться от преподавателей. В центре будет вот искусственный интеллект, машины и так далее. Битва была такая, ну просто, вы не можете представить, как профессора в возрасте прыгали на столы и кричали друг на друга. Почему? Потому что это очень важный момент, очень злободневный момент. Но я принадлежу к такому направлению, что я считаю, что все-таки преподаватель в системе образования должен остаться. Но его статус должен измениться, потому что только искусственный интеллект, цифровизация могут сделать образование гибким. Вот возьмем элементарно, вот в данном конкретном колледже, для того, чтобы привести новую специальность по цифровизации, по информатике, по программированию, потребуются годы. Необходимо подготовить кадры, найти его, привести его, адаптировать к этой к среде. В то время как если человек пойдет на онлайн, через очень многочисленные платформы массовых курсов, он или она может найти не идеальный курс, но курс, который может решить потребности в программировании, обслуживании информационной, цифровой экономики или цифровой, скажем, обеспечения для данного колледжа. Это можно быстро решить. То есть гибкость цифровых технологий, которые дают гибкость образования, в совмещении с наличием хорошего, гибкого, динамичного преподавателя, вот это решение, скажем, цифровизации образования. Ну вот вы занимаетесь в Абхазии нашими колледжами, и ситуацию в колледжах, и уровень обучения, и уровень технического оснащения и так далее. Вы все это знаете хорошо. Вот главное сейчас что? Вот там вот. Что надо наладить прежде всего для того, чтобы молодежь обучалась, конечно, в контексте новых технологий? Ну, вы знаете, я, может быть, немного, как сказать, скажу очень смелую мысль. Необходима максимальная цифровизация. Цифровизация, вот, например, готовят автомехаников, готовят электриков. Но дело в том, что современные, вот только что мы говорили о том, современная машина, это не просто двигатель внутреннего сгорания, там, поршень и так далее, обслуживание этих поршней, тормозов, тормозных колодок. Вообще современная машина управляется компьютером, в котором и сидит в том числе и диагностика. То есть человек должен быть не просто подготовлен закрутить и раскрутить гайки, но тоже обслуживать цифровой компонент любой современной машины. И это по всей линейке специальностей. И к электрикам относится, и в секторе гостеприимства. То есть цифровизация очень необходима. И в этом отношении мы старались, и стараемся, и, надеюсь, будем стараться цифровизовать максимально, вот, обеспечить цифровизацию образования. То есть, если нет специалистов в колледже, мы приглашаем специалистов из других мест, где они есть. Например, мы хорошо сотрудничаем с STEM-лабораторией, которая собрала вокруг себя и подготовила много молодых кадров. Мы их приглашаем преподавать те специальности, навыки, которые нету в колледже. Если этого тоже не хватает, мы приглашаем зарубежных специалистов, специалистов цифровой экономики, чтобы они могли решить проблему. Вот такая динамика, когда в треугольник колледж через местные частную инициативу решает какие-то проблемы. Если нет, то через международную инициативу, международную экспертизу решает свои проблемы. Это может быть онлайн-курсы, может быть гибридные курсы, это может быть зарубежный специалист в каком-то направлении, знающий, обладающий прорывными знаниями, который приедет, поможет. Это является вот моментом улучшения. Мифы или разговоры, которые распространяются в Абхазию. Я с вами на эту тему уже говорила, но хотелось бы, если вы, конечно, не против, это сделать в эфире тоже. Ну, просто я общалась кое с кем до передачи и пыталась найти спикеров, которые, в общем-то, соответствуют, скажем, да, вот этой теме. И для меня было неожиданно, когда мне сказали, вот я рассказывала про вашу работу в колледжах, и я очень высоко вот оцениваю то, что вы там делаете в наших колледжах. Вы оказали очень большую помощь. Надеюсь, что эта помощь еще продолжится. Но мне сказали, а вы видели вот программу, которую, значит, ну, представители этого проекта предлагают и пытаются внедрить в наших учебных заведениях? Я знаю, помогаете техническому оснащению, вы многим там делаете, ремонт и так далее. Я думаю, что многие ребята с удовольствием будут заниматься в комфортных условиях, и это замечательно. Скажите, а вы как-то влияете на содержание обучения в наших колледжах? В принципе, да. И у нас в этом отношении три кита, которые формируют то, что мы делаем и как мы делаем. Первое – это программа. Она сформирована таким образом, что большое внимание уделяется STEM. То есть это именно наука,
То есть физика, химия, математика, вот все, что подходит под технические специальности. Второй мой личный такой подход. Просто я верю в ну, так сказать, прогресс и в технологический прогресс. Поэтому я считаю, что технические специальности, те же математика, физика, химия, там кроются ответы на многие проблемы, на решение многих проблем. Вот. И вот это вот такой очень важный компонент. А в математике 2 плюс 2, То независимо... есть гуманитарным блоком вы, в общем-то, не занимаетесь. занимаемся. И третий педагогический компонент. Педагогический компонент мы опять-таки пытаемся оцифровать. То есть мы говорим, а вот давайте мы сделаем вот это по-другому, но технологический аспект. То есть если мы преподаем, скажем, предмет автомеханику 4 года, давайте попробуем поэкспериментировать, какие-то современные эти моменты дать за 3 месяца, через более гибкое формирование, используя современных технологий компьютеров, онлайн-образования. Если мы говорим об электричестве, преподавании подготовки электрика, давайте мы не 4 года обучения электрикам, это стандартная программа, согласно ГОСО, госстандартам, установленным Министерством образования. Давайте попробуем поэкспериментировать с короткими программами по электричеству. Вот все это, вот это 3 кита, то есть и программный подход, мой личный подход, и педагогический подход вот к именно формированию пакета, мы все-таки больше уделяем внимание технологиям и обслуживанию технологий. И не мешаем гуманитарный блок. Есть Спасибо. такая пословица, как Богу Богово, а Кесарю Кесарева. Да. Да. Я вижу, вы как Норкин, есть такой ведущий хороший на канале НТВ, любите говорить пословицами. Нет, он больше, конечно, рассказывает анекдоты, а вы пословицы. Спасибо большое. Вот, наконец-то, теперь уже вот к последнему вопросу, наверное, к местному контексту, с которого почти начали цифровую трансформацию экономики, вот всех вот этих новых веяний, технологий и так далее. Какая ситуация, скажем, у нас в Абхазии? Прежде всего, столица, наверное, является в этом плане, да, вот неким главным островом, да, вот где можно примериться и так далее, вот проанализировать ситуацию. Какая ситуация и какие перспективы развития в этом направлении? Элементы цифровой экономики и цифровизации в общем, они уже в Абхазии есть. Возьмем пример администрирования, допустим. Вот у нас есть сайт нашего Министерства по налоговым сборам, на который можно зайти и получить всю необходимую информацию о налогоплательщике. Соответствующий реестр налогоплательщиков, у них он реализован в электронной форме. Сейчас, я насколько знаю, они стараются перейти на электронную подачу отчетности. Это очень упрощает работу и бухгалтерам, и принимающим налоговым инспекторам. В частной сфере можно посмотреть, как у нас, допустим, можно заказать такси. Вот как Дмитрий ранее упоминал, у нас есть приложение, по которому можно заказать такси. Наши банки с 2015 года у нас функционирует карточная система, наша национальная платежная система АПРА, которая позволяет как раз-таки бесконтактно оплачивать. Это тоже своего рода ресурс цифровизации. Сейчас она интегрирована с национальной платежной системой Российской Федерации МИР, который позволяет этой картой оплачивать тоже в Российской Федерации и в других регионах. Не хватает, наверное, скорее всего, вот именно если брать банковскую сферу, вот чтобы, допустим, картой АПРА можно было, чтобы было приложение банка и оплачивать онлайн, в режиме онлайн. Допустим, как сделал Амобайл, если посмотреть. Можно зайти на сайт Амобайл, сидя дома, либо заказать сим-карту, либо, если телефон поддерживает, eSIM, то есть виртуальную сим-карту. Это тоже своего рода элементы цифровизации. И это непосредственно элемент цифровой экономики, когда ты сидишь дома, заказываешь товар, тебе не нужно абсолютно ничего делать, нажал пару клавиш и получил желаемое. Поэтому в Абхазии есть большое преимущество. И в первую очередь, как я ранее говорил, нужно вот как раз-таки развивать именно техническую составляющую, в первую очередь техническую и кадры. Потому что если у нас не будет своих кадров, то сейчас, в данное время, в мире очень сложно с кадрами. То есть стараются все со всех стран, можем брать, вот как я приводил пример, Google, у них работают не американцы. Кадры именно айтишников или вообще всех технических специальностей вы имеете? Всех технических специальностей, безусловно. На мой взгляд, цифровизация в Республике Абхазия, она идет планомерно, достаточно неплохими темпами. У нас молодежь растет, она интересуется новыми технологиями достаточно обильно. Государство, в свою очередь, должно все эти начинания поддерживать и
предоставлять необходимые ресурсы, чтобы эти технологии могли развиваться. В первую очередь у нас существует проект по реализации в Республике Абхазия облачного вычисления. Это для всех новых стартапов будет достаточно большая поддержка, будет уменьшены затраты. Это в плане безопасности и DOS-атак достаточно и эффективный способ. Вот. Надо государство наше будет помогать и в реализации функций так называемой Big Data. Это большой объем информации, при анализе котором бизнес так или иначе может эффективнее использовать направление своего развития. С искусственным интеллектом достаточно много идут противоречий, нужен ли он нам или не нужен. Мы в рамках, конечно, нашей республики, нам тяжело такие проекты реализовывать, но поддерживать отдельные элементы искусственного интеллекта для компании, я думаю, мы будем развиваться в хорошем контексте. Спасибо большое. Давайте вот на этот же вопрос посмотрим, как ответят наши иностранные гости, иностранный взгляд, скажем, на перспективы цифровой экономики в Абхазии. Но вы знаете, давайте посмотрим на один инструмент цифровой трансформации в цифровую экономику. Это формирование критической массы. С моей точки зрения, когда идет формирование критической массы человеческого капитала, когда людей, способных обслуживать, то есть работать в этом секторе, и людей, способных потреблять эти услуги цифровой экономики, она постепенно формируется, она развивается. И когда эта критическая масса накапливается, по-видимому, все по каким-то углам, их незаметно, там, по лабораториям, в STEM-лабе, там, в колледжах, в университетах, но когда она накопится, это будет, мне кажется, прорыв. Это не произойдет сегодня, не произойдет на следующей неделе, это не произойдет через месяц, но дату трудно предугадать. Но вот этот переход, он вполне реален, он будет. И самый главный, мне кажется, ключевой момент – это человеческий капитал. И тут находится маленькая такая засада, которую необходимо помнить. Если будет правильно формирован инструмент формирования человеческого капитала, то есть это колледжи, это учебные программы в колледжах, тогда это будет эффективно, социально менее болезненно. Но если этого инструмента не будет, когда будет перекос на рынке труда, возрастать безработица, нехватка кадров, которые способны обслуживать цифровую экономику, тогда, конечно, будут свои перекосы. Это будут больные социальные вопросы. Поэтому, конечно, то, что я хотел сказать, формирование критической массы человеческого капитала является ключевым в развитии и трансформации в цифровую экономику. Спасибо большое. Алексей? Хотел бы дополнить, что, наверное, целесообразно принять концепцию умного города. Потому что мы на тренингах дискутировали, там разные люди приходят, да, и выяснили, что, в принципе, все компоненты интернета вещей, да, что является основой для и Industry 4.0, да, и для образования умных городов, они существуют. Ну и вот заказ еды через там, приложение, там, просто в момент формализации, оптимизации, да, вот сайт города, к примеру, где можно найти все отели, все, где забронировать столик, где найти, где покушать, ну и вот все эти моменты. Какие вот ноу-хау хотели предложить здесь, так это электрические самокаты, что было бы очень, ну, интересно. Здесь хорошая погода. То есть основной ресурс здесь это погода и природа. Вот для развития информационной экономики. То есть умный город, он предназначен для того, чтобы люди хорошо себя чувствовали в городе и были счастливы. Вот. Скажите, вот какая отрасль экономики в Абхазии может стать главным, может быть, импульсом для развития цифровой экономики? Я думаю, туризм. Безусловно, туризм, но опять. А туризм подтянет с собой все остальное. Потому что много информатиков, которым место работы не принципиально. Они путешествуют по всему миру. Сегодня на Бали, завтра едут там на Северный полюс, послезавтра там в Сухум. И, ну,
то есть туризм — это основное направление, как по мне. Могу ошибаться, потому что исследований я не проводил по этому вопросу. Но вот основное направление перспективное, постиндустриальное, это туризм. Я хотел бы просто привести вот тот же 3 примера трех стран: США, Китай и Сингапур. Тут. США и Китай совершенно противоположные. То есть США у них более, они отдали немножко в частную сферу развития цифровизации. Они лишь создают условия и выступают неким судьей. У них есть крупные компании, всем известные, которые задают темп развития. В Китае же наоборот, у них как раз-таки именно плановость, вот как у них от коммунизма что досталось, плановая экономика, так они по пути цифровизации тоже пошли планово. А Сингапур на это все смотрел на все страны и выбирал самое лучшее от них. От Японии они взяли систему полицейскую, от Швеции, если я не ошибаюсь, они взяли концепцию умного правительства, умный город тоже. То есть они смотрели, наблюдали и брали. И у нас сейчас есть такая возможность тоже смотреть за другими странами, наблюдать и брать самое лучшее, что мы можем реализовать здесь у нас в Абхазии. Вот что, я считаю, нам нужно делать сейчас в первую очередь, самим учиться у других стран, смотреть на них. Благо и возможность мы имеем, есть интернет, обладаем информацией. Еще одну реплику вот по поводу сколько государства, сколько невидимой руки Адама Смита, да. Я бы хотел вот обратить внимание на то, что Джозеф Стиглиц когда-то в России сказал, что основная проблема поддержки малого бизнеса со стороны государства заключается в том, что те, кто хочет его поддерживать, не понимают, о чем идет речь. Я всегда предлагаю вот малый бизнес, который является основой для среднего класса, не трогать. Вот не трогать, и он сам разовьется. И это также является основой вот для туристической отрасли, для развития туристической отрасли. Я, насколько понимаю, Стиглиц, он Асимметрия информации. по поводу роли государства в экономике. Он не игнорирует роль государства в экономике, как это делают многие рыночники. И, по-моему, это вот одно из главных положений вот, в его главном исследовании, за которого, кстати говоря, он был удостоен Нобелевской премии, если, конечно, не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Да, вы не ошибаетесь, и действительно так, что единственное, когда государство решает вмешиваться в процессы развития, то оно должно себе понимать, чем это чревато и для чего оно это делает. А если вмешиваться и не понимать, что делать, то приводят... То есть в экономике в чем минус? Здесь нельзя экспериментов делать. То есть мы можем, но это мы ощутим все и заплатим своей жизнью, вот прожитой жизнью какими-то. Если удачный, значит все будем счастливы. Если неудачный, значит начинаем с изного. Поэтому здесь нужно очень-очень аккуратно подходить вот такого рода экспериментам, как вмешиваться в малый бизнес. Малый бизнес, он всегда себя найдет, всегда разовьется и будет счастлив, и будет знать, чего ему нужно. Но помогать ему нужно. Помогать единственное, можно еще пару слов тогда, по поводу помощи. Чтобы не было эта помощь, вот как фонды, направленные для развития малого бизнеса. Когда чересчур много помогают, то ментальность предпринимателя становится такой, что меня должны дать денег, дать то, дать все. Потом там 2 года мне даются, чтобы я как-то функционировал, а потом с меня не требуют отдавать это все. Это подход Европы. За это время атрофируется чувство предпринимательства у человека. То есть человек не должен думать, что ему принесут денег, дадут место работы, и он будет. Он должен сам прорабатывать в голове, насколько эффективно, насколько интересно, насколько актуально то, что он может предложить. Да, бывают неудачные случаи. И вот в этих моментах, как вы говорите, что необходима помощь, чтобы человека из социума он не выпадал. Где-то поддержать, где-то переучить, опять образование. Новые какие-то навыки, компетенции, возможности с этим вместе. Вот для этих целей я согласен. Не мешать бизнесу, малому бизнесу. Ему сейчас не нужно даже, я думаю, помогать. Если раньше, например, для того, чтобы открыть свой магазин, тебе нужно было найти помещение, купить его или взять в аренду,
отремонтировать, купить необходимое оборудование, заказать товар, нанять специалистов, то сейчас тебе достаточно выйти в интернет, организовать там свою площадку, или войти в уже организованную площадку и предлагать свой товар. Для этого тебе не нужно ни здание, ни какие-то другие затраты, Низкая которые с ним цена связаны. входа Да, в- низкая цена входа. Хорошо, но хорошие законы нужны? Хорошие Это законы. помощь? Хорошие законы? Это помощь, да. В Прозрачность. части, например, А законы, налогообложения. законы кто принимает? Опять же, государство. Да. Но вот как раз-таки именно вот порог вхождения вот в наше время сейчас, во время цифровой экономики, он намного ниже, чем был ранее. И государство здесь опять же государство должно выступать как некий регулятор, который вот вмешивается, как правильно сказал Алексей, когда только вот необходимо, при крайней необходимости. То есть сейчас любой желающий может заниматься малым бизнесом и развивать его в дальнейшем. Не, ну, понятно, расширять. я это понимаю уже, в принципе, экономическая теория. Когда-то в жизни мы все, по-моему, через этот предмет прошли, и я понимаю, что у государства очень много функций все равно есть по поводу его роли в экономике, да, в том числе вот налоговая функция, которая играет очень большую роль. Я думаю, что даже при цифровой экономике это тоже важно. И, конечно, хорошие, качественные законы, они нужны для развития и малого бизнеса, и крупного, и среднего, и так далее. Я об этом. Хорошо. Дмитрий, вы хотите вот в завершении? Есть у вас реплика? Да, в завершении хочется сказать, что в том, что мы говорили, цифровая экономика, она необходима. Но в первую очередь, я с Рафисом согласен, он сегодня неоднократно этот тезис говорил, в первую очередь надо смотреть на образование. Кадры сегодня, они у нас решают, с каким качеством будет реализовываться цифровая экономика. И в первую очередь, конечно, нужно и смотреть цифровизацию в учебных заведениях. Сегодня необходимо, существуют и интерактивные доски, учебники заменяются специальными планшетами. Также помогают это цифровые книги. То есть планшет не в классическом представлении, как iPad, а цифровые учебники. Вот. И надо в этом плане развиваться нашему государству. Я знаю, что немало этих вопросов прорабатывается. И думаю, у нашего правительства есть четкое понимание в необходимости развития цифровизации в нашей республике. Рафис очень часто говорит об экосистеме, но сегодня ни разу, кстати говоря, это не прозвучало. Я к чему говорю? Если что-то вы все-таки очень хотели сказать, и я вам не дала такой возможности, вы можете реплику, пожалуйста. Ну, я хотел эту реплику про экосистему оставить под Ну, занавес. давайте, видите, я Дело в том, что, угадала. На самом деле, то, чтобы, скажем, там, молодежь была востребована и нашла свое место в жизни, необходимо создать для нее условия. Социальные, экономические, образовательные. Все вместе это не формируется. Молодой человек, молодые люди это не смогут сделать. Государство или любой какой-то, скажем, добрый дядя не сможет это сделать. Рынок на это не предназначен. У него есть свои функции, сделать прибыль. Но если создать экосистему, где будут взаимодействовать разные элементы для того, чтобы создать условия для молодых людей, для формирования их предпринимательских навыков, для того, чтобы формирование создания бизнеса, для входа в бизнес, если может подешевле вход в бизнес через цифровизацию, может другой формат бизнеса через кредитование, то есть разные форматы. Если создастся экосистема, которая будет поддерживать молодежь, а молодежь вот, с точки зрения социальной является двигателем любого общества, и тогда мы сможем двигаться вперед. Но опять-таки молодежь должна получить хорошие навыки, компетенции, чтобы она думала не о том, чтобы купить только смартфон и с ним спать и только музыку слушать, а то вы используете смартфон для решения социальных, экономических и предпринимательских задач. Тогда такая молодежь, она будет двигателем цифровизации экономики. В формате одной передачи углубиться в отдельные направления, детали, подробности, это просто невозможно. Я рада, что сегодня в нашей передаче участвуют люди очень опытные, знающие, уже состоявшиеся ученые, и участвуют молодые, но я вижу очень перспективные ребята. И самое главное, я рада, что они понимают, возможно,
свою миссию. Вот, да. И вот это совпадение, может быть, вот в главных акцентах тоже для меня важно. И я это увидела прежде всего в понимании значения подготовки кадров, о чем все время Рафис Абазов в Абхазии говорит, о чем вот мы тоже все время пытаемся об этом говорить. И то, что ребята сегодня это подчеркивали, это очень важно. Хочу поблагодарить Алексея Станиславовича, потому что мы познакомились абсолютно недавно, вот на короткое время, это такая командировка, я понимаю, вот в Абхазии, и такое вот, так скажем, мягкое, скажем, вот внедрение вот в нашу тематику. И это было очень приятно. Спасибо вам огромное. Я думаю, что зрители, которые хотят смотреть хорошие вещи, не тиктоковские какие-то клиповые вещи, а хорошие вещи, все равно послушают нас. Я в заключение хочу сказать, что были вот такие моменты, когда я хотелось вот дальше, как-то дальше вот пойти, особенно когда речь заходила, вот, скажем, о качестве занятости, о сокращении рабочих мест и так далее, которым сопровождается цифровая трансформация экономики. И когда вы сказали о том, что вот посмотрите, электронной почтой мы стали пользоваться, и большое количество людей, которые работали на почте и так далее, практически они теряют эту работу. И это, понимаете, вот когда чувство социальной справедливости и так далее немножко вот у тебя сидит там в голове, в сердце и так далее, вот с этим смириться очень трудно. И вообще проблема безработицы, что структурная, что там разная, другой, фрикционная и так далее, это все не может не беспокоить человека. И поэтому мы все прекрасно понимаем, что цифровая экономика – это неизбежность, но в то же время мы понимаем риски, опасности, да, вот, которые все-таки существуют. И, в общем-то, человечеству, наверное, так суждено, да, вот на каждом повороте вот судьбы человечества вот такие трудные испытания, через которые оно должно проходить. Конечно, плюсы и минусы вместе, белое и черное тоже вот вместе, удобство, там, комфорт и в то же время некие вот издержки, иногда очень серьезные, они тоже сопровождают вот такое развитие, вот такой процесс. Это была передача «Аргама». Спасибо всем огромное, спасибо всем, кто слушал нас. До свидания.